До 31 марта некоторые категории граждан имеют возможность приобрести полис обязательного медицинского страхования со скидкой 50%. К этой категории, которые должны приобретать полиса по фиксированной сумме, относятся люди, которые нигде не работают. Так. Следующая категория – это патентообладатели, квотчики земли, учредители индивидуальных предприятий. Кто сюда относится? Значит, если он имеет магазинчик или какое-то предприятие свое личное открыл, значит, он тоже платит взнос в фиксированной сумме. Следующая категория – это адвокаты, судоисполнители и нотариусы. Необходимость его покупать особо людей не радует, но те, у кого проблемы со здоровьем, вынуждены приобретать даже за такую цену. Когда надо лечиться, он отдает последние деньги, даже если надо. А если идешь и нет того в медицине, то что толку от этого, понимаете? Потому что я считаю, что этот медицинский полис для нас вообще не нужен. Пусть как-то государство позаботится о нас и при Марии, не знаю, исполком выйдут в народное собрание и как-то этот вопрос решить, потому что нас он совершенно не защищает. Значит, многие люди обращаются с таким вопросом, мол, зачем нас заставляют покупать полисы, так как мы с ним не пользуемся, не нуждаемся в этом и все прочее. Значит, закон звучит, что обязательное медицинское страхование. Значит, каждый гражданин должен быть застрахован. Взнос обязательного медицинского страхования, рассчитанный в форме процентного налога из зарплаты и других выплат, увеличился на 1%, то есть до 8%, из которых 4 вносит работодатель и столько же работник. Финансирование вообще нашей медицины происходит частично за счет средств, которые мы отчисляем ежемесячно из своей зарплаты, из всех своих доходов и частично из фондов государства. Это обеспечивает пациенту определенный пакет медицинских услуг, который оплачивает страховая компания. По сравнению с 2013 годом вклад работодателей в обязательное медицинское страхование увеличится на 22 лея в месяц, что составит 264 лея в год на каждого работника. Таким образом, проект закона об обязательных фондах здравоохранения на 2014 год предусматривает доходы в 4,7 миллиарда леев.